Состоялось заседание Верховного суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров, которое имело место в Сухуме в ноябре 2019 года. В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авизба, сотрудницы ресторана Сан-Ремо Доминики Авизба, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авизба обвиняются Эрик Чикадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дату и Деймур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Заседание началось с опроса свидетеля Автандила Чулария, который занимается тонировкой автомобилей. Согласно его показаниям, 19 ноября обвиняемый Блабба позвонил, чтобы узнать, во сколько обойдется тонировка двух стекол. Он предупредил, что затонировать стекла приедет девушка. Девушка приехала в мастерскую на Хонде Аккорд. Она оплатила работу и уехала. Позже Блабба позвонил снова и попросил затонировать и лобовое стекло. Однако на этот раз в мастерскую приехала Toyota Mark II. За рулем был обвиняемый Дату Ахалая. По словам свидетеля, уже затонированную машину забирали Дату Ахалая и Аслан Блабба. Отвечая на вопросы защиты, Чулари рассказал о том, что полностью затонировал Toyota Mark II и что на это ушло около 2,5 часов. Адвокат Автандил Чикадуа, защищающий интересы подсудимых Беслана Бганба и Дату Ахалая, спросил у свидетеля, были ли им замечены за это время какие-то особые приметы машины. Вот часа 2,5 вы возились с машиной. Какие-нибудь особые приметы заметили в этой машине? В машине нет. Машина была в рестайлинге, просто помню. Ну, как все остальные машины. Вас не слышно, погромче. Какие-либо или на двери, или на подъемнике, или где-нибудь, какие-нибудь особые приметы, повреждения или что-то? Нет, повреждений не было, особых примет Особых не заметил. примет вы не обнаружили? Нет. Вы открывали капот автомашины? Нет, зачем? Капот автомашины не поднимали, да? Нет. Соответственно, вы видели где-нибудь на дверях или на стеклах какие-нибудь ВИН-код или номер или что-нибудь? Вот такое обращали на такое внимание? Нет, я на такие вещи не обращаю внимания. То есть вы не знаете, каков номер ВИН-код данной автомашины Марк II белого цвета? ВИН-код я не смотрел уже. А? ВИН-код я не смотрю, когда тонировали машину. Все понятно, просто белая автомашина Марк Рестайлинг II. была, да, Марк II. Адвокат Тимур Тапагу, защищающий интересы подсудимого Аслана Блабба, спросил у свидетеля, помнит ли он машину, которую тонировал 10 августа 2021 года. Помнил, 43-44 дня после описываемых событий. Я не просто так 10 августа спросил, сегодня у нас 21 сентября. Вот я тоже на 40 дней назад опустился и спрашиваю, вы говорите, я не могу вспомнить. Так вот я вас спрашиваю, как вы вспомнили, что вот вас подвигло? Можете ответить? Я вспомнил ситуацию просто, и то, что вспомнил, запротоколировали, и все. А что такое необычное было, что вот вы вспомнили спустя полтора месяца? Тогда я по-другому вас спрошу. Скажите, пожалуйста, вам предоставляли запись телефонных разговоров между вами и Блабба? Да, запись была предоставлена. Где вы по телефону обсуждаете? Да. Могу я допустить, что, исходя из прослушанной записи, вы восстановили в памяти события того дня? Да. Если бы этой записи не было, вы бы, наверное, не вспомнили, да? Ну, Марк II был, убийство было, во-первых, машина такая же была у меня, вот и вспомнил. Машину привозил, как я уже сказал, Ахалая. Вот и вспомнил. Сторона гособвинения интересовалась, кому после тонирования стекол были переданы ключи и от какой именно машины. Ну, ключи были от Марк II, я ими передал, они вдвоем приехали, Ахалая и Блабба. Ну, а кому в руки вы дали, уточните, эти ключи? Ну, именно Ахалая или Блабба? Ахалая, кажется, отдал. Я точно не помню, но передал им ключи кому-то. А вы помните, в чем были одеты одежда верхняя Ахалая, Дату и Блабба, Аслан в этот вечер? Ахалая в костюме был, в таком стиле. Костюм или Костюм. Ну, костюм черный был, помню. Классический. Какой-то пистолет лежал иностранного производства. Что Пистолет какой-то из-под костюма торчал. А где, в каком месте? Ну, из-под костюма торчал. Из-под костюма. Просто, да. Ну, на поясе, кобура была или за Кобура была, да. В кобуре, да? Да. Он был в костюме. Костюм был, да, помню. В костюме Ахалая Дату был, у него кобура была с пистолетом. Да, да, да.
Блаба в чем был задет? Ладно, не помню. Прокурор, начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба попросил озвучить запись телефонных разговоров между Чуларией Блабба Ахалай и Чулари, а также между Чуларией и Чкадуа, но сторона защиты выступила против ходатайства стороны обвинения. Когда мы сегодня нас на улице ждут 7-8 свидетелей, и мы сейчас меняем ход, порядок, для чего? Если и Чулария здесь нет основания просто. Это просто, по-моему, желание стороны. Других оснований я не вижу. Согласен. Уважаемые коллеги, я полностью согласен с мнением адвоката Чкадуа, поскольку на самом деле смысл изменения порядка исследования доказательств абсолютно теряется. Допрошен свидетель, он отпущен из зала, сейчас оглашать его фонограмму, какой смысл? Давайте его пригласим, тогда уже, может быть, какой-то смысл в этом и будет. Сейчас на стадии своего участия. Будет другая стадия исследования письменных доказательств. Что изменится от того, что они будут оглашены через месяц или через полгода? Из вашего выступления можно сделать, я считаю, если что присутствовал сегодня свидетель в зале Чулария, вы бы дали его согласие на удовлетворение ходатайства, так понимать? Было бы основание. Да, вы бы тогда не возражали бы, да? Может быть. Данный протокол позволит нам четко именно сегодняшнем заседании, пока мы не забыли, через полгода это будет настолько не актуально, потому что никто не вспомнит через полгода, что происходило. Так, не перебивайте. Именно сегодня, после того, как мы допросили человека, его присутствие нам абсолютно вы считаете, для закрепления? Да, для закрепления, для того, чтобы мы закончили с этим свидетелем окончательно, мы хотели бы закрепить его показания, чтобы суд понял в итоге, какие слова и какие разговоры с кем и во сколько они были, на какие телефонные номера он звонил. Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Телефонные разговоры обвиняемых с Чулария были заслушаны. Здорово. Здорово, это Аслан Блабба. Да. Ты на работе? Да. Тебе передние стекла запланировать. Что за машина, я забыл спросить, если там девочки. По-моему, это или аккорд, или GS, короче, какая разница? Да, в принципе, разницы нету. Когда можно? Давай, подгоняйте, свободен. Да? Сколько это стоит? Пленку надо же взять будет. Пленка здесь есть у меня. Я есть, но в смысле, твоя пленка сколько будет? С моей 2500, ну 2 сделаем. С твоей косарь сделаем. Тоже самое. Все, будет. Давай же 2 дам, короче, сейчас я скажу, что будет. Ну все, прямо пусть отдай. Давай. Да. Авто? Да, Аслан. Ты где? У себя я на работе. Послушай, а можешь еще лобовое тоже сделать? Вот эту же машину лобовое тоже. Могу. Ну все, 3 штуки, короче, да, в общем? Нет, 4500, ну 4 сделаем. Лобовое 2 4500 в лобби дверь обходится, 4 тебе сделаю. Все, понял, давай. Сейчас приди тогда, давай. Машина там еще или забрали? Не забрали еще машину? Машину забрала она. Сейчас привезут, давай, значит. Давай. Затем перешли к опросу сотрудника МВД Мухаммеда Кужева, на тот момент начальника отдела по борьбе с организованной преступностью. В поле зрения возглавляемого на тот момент данного отдела, где я был руководителем, естественно, то, что я чуть сейчас перечислил, в принципе, все лица, которые ведут противоправный образ жизни, значит, так называемые воры в законе, смотрящие, те лица, которые склонны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, над ними постоянно проводился контроль, и в настоящее время проводится контроль. Ну, в общем, я постараюсь своими словами объяснить, чтобы это было быстрее. Криминальный мир Абхазии, так скажем, на тот момент и на сегодняшний день, насколько мне это известно, поделился на 2 преступных сообщества, то есть так называемый Сухумский клан воров в законе, также Гудаутский клан воров в законе, которые, естественно, конфликтовали между собой за сферу влияния. В этих данных преступных сообществах, значит, участниками являются там не 1, не 2 человека. Я думаю, что это здесь рассказывать не имеет смысла.
Свидетель Мухаммед Кужев работал и в период похищения Мирсхулава. По его словам, тогда в СИЗО между подозреваемыми по этому делу и заключенными произошел конфликт, который мог стать мотивом тройного убийства на набережной. На тот момент, так как криминальный мир и так был уже поделен, я выше это указывал, получилось так, что Ганба, Чкадова когда-то попали туда, по этому уголовному делу. Значит, на тот момент СИЗО Дранда, по нашей оперативной информации, полностью так называемый и воровской общак, и положение в данной среде полностью перешел на сторону так называемого гудаутского клана воров в законе. И, естественно, эти люди, когда туда попали, значит, там произошел конфликт между заключенными. Ганба и Чкадова, в отношении них им нанесли телесные повреждения, значит, они были помещены в санчасть, который там располагается. Они там находились на лечении. Это тот период времени, когда они оказались, значит, в СИЗО по материалам похищения Мирсхулава. Как сообщил Мухаммед Кужев, в ходе расследования стало известно, что госномера Toyota Mark II A122RN принадлежат некому гражданину Зухрабу Шинкао. Было принято решение установить местонахождение Шинкао Зухраба, провести задержание. Я лично принимал участие, с ребятами выехал, задержал Шинкао Зухраба, доставил его в МВД РА, где также его освидетельствовали, и я лично с ним беседовал, значит, в моем служебном кабинете. Шинкао Зухраб по национальности является абазинцем, абаза, так как я тоже являюсь им. И я нашел с ним контакт. Мы беседовали очень долго. Ну и он рассказал, что он у Мурата, то есть попросил эти номера, он ему дал. Для чего? Для того, чтобы он хотел оформить на себя эти номера. Далее, в ходе беседы, также, как? Сам Зухраб на себя хотел? Ну, себе, да, забрать. Он увидел на разборе у Мурата эти государственные номера, попросил его, чтобы он ему дал. В итоге он, значит, взял эти номера. И как он, значит, мне в вопросе рассказывал, через несколько дней, через какое-то время, я точно не помню, там, этот промежуток сейчас вспомнить не могу, Эрик Чкадова позвонил, значит, Шинкао Зухрабу и спросил у него, нет ли каких-нибудь государственных номеров на автомобиль поставить. Он говорит, есть. Ну и в итоге, ты можешь мне их дать, говорит. Значит, и Шинкао ответил, да, могу дать, говорит. Где этот? И он оставил их на учхозе. На тот момент Шинкао Зухраб снимал квартиру на учхозе, где Эрик Чкадова попросил его оставить в подвале в данном доме. То есть, получается, там рядом все. И ну, вот так он отвез эти номера, там, где он сказал, там какой-то ящик был в подвале, там оставил. В отношении Зухраба никаких таких методов не применялось. Изначально я всем пояснил, это мой земляк, хотя я не был с ним знаком. Я ему и кофе варил, я с ним разговаривал, это моя работа. Хотя и в тот момент какие-то были политические движения, это меня не касается. В Фейсбуке выкладывали, что я ему там кофе варю и так далее. Я это кофе варю ему для того, чтобы он рассказал мне правду. Он боялся называть там фамилии, он боялся вообще что-либо говорить. Он вошел ко мне в доверие, значит, он просил меня, чтобы я его вывез за пределы Абхазии. Он говорил, если я скажу, значит, ну, мне не поздоровится. Боялся, он был испуганный. Я его всячески успокаивал. В итоге он подумал, что у меня в кабинете прослушивающее устройство. Он до того боялся называть, он у меня в ежедневнике написал своей ручкой
Номера я дал Эрику Чкадову. Я немедленно доложил всем руководителям, кому это нужно знать. И в кабинет я никого не допускал. Я сам с ним находился во избежание утечки информации. Это ежедневник у вас сохранился? Сохранился он у меня на работе. Вы готовы его предоставить суду в случае недосказания? Ну, если надо, я предоставлю, но если нужно, я могу показать. Ну да, я могу показать, если нужно. Следующее заседание Верховного суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров состоится во вторник, 5 октября. Шазина Ханагуа, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.